Ловись, рыбка большая и маленькая, а лучше большая и побольше. Ведь чтобы победить в соревнованиях по рыбной ловле, количество и вес имеют значение. А уж ловить индивидуально или семейным подрядом каждая команда решает сама. Получил номер, место у берега и на все про все час. Те люди, которые готовятся заранее, готовят снасть, удилище, леску, крючок, поплавок, у них больше шансов, нежели тех, кто приходит и берут удочку здесь, которую заряжаем уже мы. Хотя у нас все, в принципе, то же самое, леска, поплавок, но это надо отрабатывать, измерять хорошо глубину, грузила. Татьяна Поздеева свою верную помощницу привезла из Одессы 33 года назад. С ней же участвовала в самых первых состязаниях рыбной ловли в 1985 году. Она уверена, в данном предприятии важны погода и правильно выбранное место. Я считаю, что рыбы плохо клюют, да? Есть получше места, но нас туда не отправляют, пониже туда, вниз по течению Печоры. Я вот везде хожу, рыбачу, так знаю все места. А здесь много не поймаешь. Самое больше может быть килограмм за это время. Пока участники вываживают окушков и ершат, зрители и болельщики охотно угощаются. Уважаемые гости и участники соревнований, для вас готова уха. Подходите, наливайте, пробуйте. Ждем вас возле костра. Уха на берегу Печоры. 10 минут и свежая рыбка оказывается в котле. И отсюда уже всех гостей угощает свежим наваристым бульоном. А что еще нужно на реке? Болельщики поддерживают свои команды, участвуя в интеллектуальном конкурсе. Тема та же – рыба и рыбалка. Победителю актуальный приз – официальный мяч чемпионата мира по футболу. За второе и третье место – банные колпаки с волчонком-забивакой. Ну а затем на пьедестал почета приглашаются участники. Первое призовое место, неудивительно, заняла команда «Рыболов-сервис». Поздеев Александр, Канева Наталья, Канева Инна. Молодцы. Грамоты и сертификаты по 1500 и 500 рублей в соответствии с занятыми местами на каждого участника команды победителя. И по 1000 на крючки и лески каждому участнику с удилищем. Неплохая мотивация для следующего раза. Болею душой за развитие туризма в районе. Верю, что на Печоре можно на самом деле сделать очень крутой проект в области туризма. И это был лишь маленький шаг, потому что давным-давно еще наши старики рассказывали, что здесь были соревнования рыбалки. И где-то лет 30 назад они закончились, там, может, 20. И мы подумали, почему бы это не продолжить снова. И просто вышли с инициативой, поставили флаги, нарубили удочек, собрали червей и начали делать. В первый год пришло 15 человек, на второй 30, сейчас 50. И вот они идут. Мне кажется, это очень интересное соревнование, которые имеют перспективу, потому что все просто. Здесь рыбаков в каждом доме. И просто это природа, это вообще часть нашей жизни здесь. А туристы ради этого, ради в том числе призов, могут приезжать сюда, и все это в рамках праздника. Это дополнение хорошее. Вслед за рыбаками к месту состязаний начали подтягиваться участники лодочных гонок. Однако встречный северный ветер, который был на руку рыбакам, смешал планы водно-моторных плавсредств. Но организаторы быстро сориентировались и сменили место дислокации. И не прогадали. С новой обзорной точки открывалась вся акватория, на которой были закреплены буи и баки. И вот он, старт. Марш! Поехали, поехали! Почти каждый живущий на реке Усть-Илем имеет в своем арсенале лодку. У кого-то простенько обь или казанка с отечественным ветерком, а у кого и посолидней – импортное судно с 50-сильным двигателем. Но требования к безопасности плавсредства, участвующего в заплыве, одинаково строгое. Они участвуют уже много лет. До этого они у нас проходят освидетельствование этих лодок. Дальше во время проведения соревнований мы проверяем у них документы, регистрационные документы, судовой билет, удостоверение на право управления судном. И только после этого их допускаем. Тут же судейская бригада по мощности двигателей разбивает всех на категории, чтобы уравнять шансы на победу, и определяет, в каких заездах возможно участие. Самым зрелищным и массовым стал второй заезд, где на старте нос к носу выстроилось 11 лодок. Из Нерицы, Рочевской, Коровьего ручья, Карпушовки, Хабарихи и Усть-Цильмы. Семья Дуркиных хоть и замешкалась на старте, заглох непрогретый мотор, но за 2,5 километра совершила невозможное. Дебютанты соревнований обошли десяток постоянных участников гонок. Экипаж в составе! Дуркин Алексей, Дуркин Надежда. О своем мастерстве и удаче Алексей Дуркин скромно смолчал, зато похвалил лодку. Да-да!
и моторва. Штурман. Штурман тоже я. В том году мы ездили, просто смотрели, у нас просто с детьми, из-за этого мы не участвовали. И мы решили, что в этом году будем участвовать. И поехали и выступили. Просто попробовать. И побороться есть за что. Все победители и призеры, а также участники соревнований были награждены денежными призами, сертификатами и подарками от спонсоров соревнований. Елена Шумилова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.